Здравствуйте, приветствую всех наших телезрителей. В стране продолжается всероссийская перепись населения. Если посмотреть на вопросы анкеты, то ответы на большинство из них, в общем-то, достаточно часто меняются. Меняются имена, фамилии, место жительства, состав семьи, работа меняется и так далее. Но есть несколько строк, граф очень важных, которые остаются неизменными. В их числе, конечно, национальность и родной язык. Какой он современный татарин? Об этом мы говорим сегодня в нашем ток-шоу «Точка опоры», который выходит в прямом эфире на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. Мы приветствуем также всех наших экспертов. Я с удовольствием их представляю. Впервые с нами, мы очень рады ее видеть, Гузель Ильясовна Макарова, главный научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории Немарджани, Академии наук Республики Татарстан. Хайрликиш. Дина Фасыковна Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории Немарджани, Академии наук Республики Татарстан. Здравствуйте. С нами Айрат Шамилевич Физрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Рада видеть. Ренат Ильшатович Хабибулин, кинорежиссер, писатель, автор и ведущий телепередачи «Татары сквозь время». Здравствуйте. Здравствуйте. И давно не видели Лейла Лерон Бахмутова, блогер. Здравствуйте. Добрый вечер еще раз. Да, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 55455610, код Казань 843. Звоните, выражайте свое мнение, задавайте вопросы нашим экспертам. Нас можно также смотреть и в прямом эфире в группе ТНВ, в социальной сети ВКонтакте и на Ютубе. Ну так, задаемся вопросом, кто же он современный татарин? Тот, чьи предки татары, тот, кто разговаривает на татарском языке, человек, готовый к движению вперед, татарин на состоянии души. В общем-то, мы здесь много и часто об этом спорим уже целую неделю. Гузель Ильясовна, есть исследования достаточно свежие, насколько я понимаю, о том, кто он современный татарин. Я думаю, что для многих сегодня это будет достаточно интересно, потому что не опубликовано, да? Эксклюзив. Эксклюзив. Итак, кто он современный татарин? Ну, я хочу сказать, что я как социолог как раз всегда стараюсь опираться на данные исследования, и в последние годы мы проводили эти исследования в ряде регионов России. Это Республика Татарстан, Башкортостан, Тюменская область и Республика Крым. И как раз перед нами была поставлена такая задача – узнать, кто же, собственно говоря, такой татарин и что его отличает от представителей других этнических групп. Мы объездили практически всю страну отчасти, и пришли к такому выводу, что, во-первых, что отрадно этническая идентичность сохраняется, и татары из различных регионов России продолжают считать себя татарами, вне зависимости от того, знают они татарский язык или не знают, знают ли они глубоко историю народа или не знают. И при этом мы опирались на интервью, то есть в данном случае речь идет не о количественных, как вы привыкли, исследованиях социологов, то есть это не цифры, мы проводили глубинные интервью в семьях, то есть мы беседовали по часу с лишним в каждой семье, где присутствовали представители различных поколений, и задавали им различные вопросы, которые касались жизненных приоритетов и ценностей. Мы задавали им вопросы, касающиеся их карьеры, отношения к труду, к продвижению на работе, их взаимоотношений в семье. И мы пришли к очень интересным, как нам кажется, данным. И буквально, если можно, конечно, я кратко их озвучу. Как раз интересно, да. Мы пришли к выводу о том, что главной ключевой ценностью для татар самых различных регионов является семья. Вроде никого не удивишь тем, что семья, потому что, собственно говоря, семья важна и для представителей других этнических групп. Но для татар, как мы увидели, она является ключевой и определяет многие другие ценности. То есть она влияет и на отношение к труду, и на отношение к продвижению на работе и так далее. И вот поэтому буквально точечно скажу, что же в плане семьи здесь важно для татар и как это связано с другими ценностями. Прежде всего, татарам, как оказалось, очень важно сохранение все-таки традиционных ролей в семье, взаимоотношений, мужчины и женщины. При том, что женщина, как правило, работает тоже, но все-таки главная забота о материальном благосостоянии семьи традиционно возлагается в семьях татар на мужчин. И это заставляет их активно трудиться, зарабатывать. К женщине предъявляются немного другие обычно требования. Это воспитание детей, это быт. И в связи с этим, очень часто артикулировались такие в ней черты, как
терпеливость, гибкость, умение выстроить семейные взаимоотношения, хозяйственность и чистоплотность. Лейла что-то не возмущается. Затем скажу, что также важным оказалось для них воспитание детей, причем вот эта ценность, это как бы детоориентированные семьи татар. То есть это не столько взаимоотношения мужа и жены, сколько взаимоотношения их в связи с воспитанием детей. В детях часто воспитываются такие качества, как дисциплинированность, организованность, то, что принято называть, наверное, у нас словом «ипле». Вот. И подчеркивается также важность уважения старших и соблюдения определенных моральных норм и принципов. И это все, естественно, сказывается дальше на труде и на отношении к труду. Потому что татары очень часто говорили, что для них очень важна дисциплина на работе, не опаздывать. Они соблюдают определенную иерархию в взаимоотношениях с начальством. Они стараются быть исполнительными. И это вот, то есть, то, что воспитывается в семье, так или иначе сказывается потом на их отношения на работе. Сейчас все перебью. Вот это современные татары, сколько там было молодежи? У меня такое ощущение, что вот 100 лет назад вы рассказываете о том, что было 100 лет назад. Нет, вот что самое интересное, что это современная молодежь, и представители старшего поколения. Это проводились интервью в семьях, где мы старались брать 2 поколения. И молодежь очень продвинутая, очень современная. При этом тоже говорила о том, что нам важно, чтобы наши дети и мы сами уважали старших. Вот это мы, причем, проводили для сравнения интервью среди представителей других этнических групп. Мы замечали, что это специфика, которая характеризует татар. Вот. Потом для татар очень важно соблюдать авторитеты. То есть, если представители других этнических групп часто говорили: нет, я сам себе авторитет, я сам все знаю, ни на кого не ориентируюсь. Для татар это важно, вот это сохранение уважения к старшим, и в то же время это стремление быть таким же, как какой-то старший родственник. Это тоже какая-то характерная такая особенность. Все-таки Лейла там уже не согласна. С большинством я согласна, но вот момент интервью, он все время спорный, потому что есть такая вещь, как ты хочешь казаться правильным, казаться, скорее всего, когда ты берешь интервью, ты все равно хочешь какой-то образ соблюсти, и ты понимаешь, что на тебе есть ответственность, что про всех татар так продумают, если ты что-то неправильно ответишь. И, конечно, ты будешь давать правильные ответы для того, чтобы все это, гладко. Возможно, человек делится стереотипами, да? Ну да. Дисциплинированность. Я согласна. Да, Вы считаете, что это придуманный образ татарина? Ну, конечно, то есть уже все, от этого надо отходить. От этого нужно надо отходить, потому что татары, они разные, они не только дисциплинированные. Есть и ленивые татары, есть татары, которые ждут манну небесную и ничего не делают. А мне вот вопрос, вот смотрите, тут интервью взято из разных регионов России, а вы судите по собственному окружению? Смотрите, я на самом деле татар знаю по разным регионам. Я сама собирала фольклор по России, ездила и в Астрахани была, и в Нижнем Новгороде. То есть я разных татар знаю, которые даже подальше от Татарстана. И, конечно же, там возможно, даже еще сильнее есть эти скрепы, сохранить вот это татарскость свое, потому что они чуть там дальше. Сложнее, да, там дальше. Тут нет те же самые Ренат, против кого? Против Лейлы, против... Ренат традиционно против всех, но в данном случае я на реплику Лейлы отреагировал, потому что эти люди, с которыми велось интервью, они не договаривались между собой, как я понимаю. Они не могли знать все правильные ответы, которые нужно давать. Смотри, это же есть такой генетический мозг общий, наш. И мы знаем, как мы коду, они выдали информацию, да, считали и так далее. Сейчас, Айрат, есть что сказать тоже, Дине? Вот сейчас... Не, но социально желаемый образ всегда формируется в интервью, и не только у татар, конечно же, да. Я лишь скажу, что сфера проявления этничности у татар, она вот проявляется в семье, там, в труде, к отношению к труде. То есть сфера применения этничности, она очень узко оказывается. Вот для меня некое, ну, так скажем, огорчение в отношении современной татарина. Что, да, есть и другие сферы проявления этничности, но в первую очередь это семья. Не давлят, не там тель, не маданият, а в первую очередь вот семья. Причем интересно отметить по поводу того, как нас воспринимают другие. Потому что в силу своей род деятельности получилось, что я общалась с людьми, которые иной национальности. Они мне говорили, что да, вы татары такие, вы любите свою семью. То есть семья действительно стоит на первом месте. Причем иногда семья стоит на первом месте,
отличие от карьеры. И человек может карьеру свою поставить именно на второе место, в отличие от семьи. Это было сказано людьми, которые живут за пределами нашего города и не являются национальными татарами. Сейчас подытожьте, пожалуйста, да, чтобы мы дальше Да. Ну, во-первых, я буквально реплику одну скажу по поводу того, что мы проводили эти интервью, они нам дали возможность сравнить с представителями других этнических групп. У них такого образа нет. А уже то, что для татар важен этот образ, уже это значит, что это значимо для них все-таки. И мы понимали, что иногда видно было, что жена главная, да, но все-таки она старалась, очень старалась сказать, нет, он, ул. Вот, то есть, все-таки что-то там меняется. Да. Вот. И потом, то, что касается вот ограниченности, понимаете, эта ограниченность, на первый взгляд, она оборачивается другими очень вещами важными. Потому что для татар оказалось вот очень важно это благосостояние семьи. Оно заставляет работать, трудиться, добиваться, очень много делать в этом направлении. Хорошо. Вот. И еще последнее уже скажу, это широкие родственные связи, которые очень, куда же без них. Подтверждение. То есть, да, это говорит о том, что для них это становится основой не только для поддержания семьи, и это важно не только вот узкая такая, да, узкая нуклеарная семья, но и широких родственных связей, которые, с одной стороны, способствуют развитию, допустим, малого предпринимательства, малого и среднего бизнеса, потому что эти связи, они работают еще и на экономические стратегии. И, кроме того, это работает и на поддержание этнической идентичности, потому что вот это стремление собраться большим семейным кругом, это еще возможность поговорить на татарском, поговорить о культуре и исполнить какие-то религиозные обряды и ценности, которые тоже во многом передаются у татар через семью. Можно вопрос? Я прослушала, в Казани проводилось это? Да. Или в Казани отличается? Мы живем вроде бы в своей среде, мне кажется... Нет, мы проводили еще, кроме Казани, в Тюмени, мы проводили в Уфе. Казань, знаете, в какой-то степени отличается, потому что, как мы понимаем, очень много сказывается вот весь дискурс последних десятилетий на тему «Кто ты татарин?», «Какая должна быть татарин?», «Какая должна быть татарка?». Наверное, в какой-то степени здесь вот этот образ правильного татарина, это сказывалось на том, как люди говорили о своей татарской. Но все-таки давайте вот подытожим, Зуфар. Я не знаю, для меня вот ощущение, сейчас мы задали вопрос, что такой современный татарин, я вот, в общем-то, ничего не услышала. Я говорю, я не услышала. То есть вот примерно 100 лет Смотрите, на самом деле, всего одно и то же. парировать этот Все-таки момент. портрет современного татарина, он можно чем-то его еще дополнить? На самом деле, Светлана, можно я секундочку? Вот то, что вы говорите 100 лет назад. На самом деле, 100 лет назад татарин, он не жил ни с семьей, ни... По большей степени, если описывать, то он уезжал куда-то в хадж, например, или уезжал куда-то учиться надолго. То есть стремление к знаниям было больше и выше. А сейчас, получается, семья, курсак, деньги. Нет, я вот честно, конечно, удивлена по поводу семьи. Общинность, как человек села, это плохо. Я просто говорю, что раньше... То есть из этого портрета сегодня современного татарина ушло стремление к знаниям, к образованию. Я правильно согласна? Современный татарин — это молодой татарин, городской татарин или не обязательно? Образование также стоит на первом месте. Мне кажется, что да, для татарина образование это одно из главных. Оно важно для того, чтобы я продвигать. А если удивилась. ты бронзамананой будешь сидеть и что-то там просто руками делать, это ясное дело, что это и образование, это и труд. То есть он не замыкается на семье, но семья движок для него, важный движок. Образование тоже преломляется через призму семьи. Да. То есть ты получаешь образование для того, чтобы вырасти как во личность. многом. Хорошо, в чем, давайте еще такие, если можно назвать, например, там 3 отличия современного татарина от татарина, пусть 50 лет тому назад. Что сегодня? Это совсем другие запросы же у Вообще человека. любой вопрос, любая попытка собрать некий такой образ, да, собирательный образ татарина, это некий шампур, опять же, тот же самый, на который мы нанизываем какие-то критерии. И по большому счету эти критерии, они могут соотноситься с каким-то человеком. И в этом смысле он скажет, да, действительно, я татарин. А если он не находит этих критериев там, то получается что же, что он теперь и не татарин. Вот, например, я не услышал сейчас отношение к религии, скажем, да, то есть что для татарина современного является там, преимущественно, все татары-мусульмане, да, преимущественно по большому, в большинстве своем. Я вот этого не услышал. Для меня приоритетная область.
Что же получается, что вот из этих критериев, которые вот вы сегодня сейчас привели к нам, я вообще вываливаюсь оттуда, да, потому что для меня как бы номер один может считаться. Вот. Есть вот этот вот оговоренный шампур, он как бы имеет и слабые, и сильные стороны, поэтому нужно очень осторожно. И даже в контексте нашей там сегодняшней актуальной темы переписи, да, человек, не услышав какие-то о себе вот, эти пунктики, маркеры, да, он скажет, ну, значит, я вообще не татарин, собственно. Для меня там, ну, мне 20 лет, семьи нет там. Я туда вообще Ренат, не то есть вваливаюсь. добавили бы религию, я так понимаю. Нет, Ну, религия, конечно мне же, интересно, была, я почему это просто вообще не не всё проговорено. успела. Это Да, мой Ну, может быть, приоритет. просто Гузель как бы, да. Ильясовна, честно Да, говоря, я так просто предполагаю, что так нам старалась. просто не дали ей озвучить весь доклад. Понимаете, у нас 26 минут. Давайте Это мы по то, что этому нас всех принципу. объединяет в первую очередь, это семейные, Это все-таки семейные семья. ценности. Хорошо, что еще в портрете Легче современного идти татарина? легче идти от обратного. Какой не может быть татарин? Вот с этого, если мы пойдем, тогда легче. Например, татарка не может задирать свои ноги, к примеру, да, то есть ей ни в коем случае это делать нельзя. Она не может заниматься спортом. Вот какие такие вещи могут появляться. Знаете, мне На самом деле, высказывайте свое мнение в данный момент, наоборот. не Я создавая общий хочу образ. наоборот, Ага. чтобы мы поняли, что она может это делать. Я к этому веду. То есть ситуация, обратному нет, да, да. ситуация с Натальей Сегодня Фишман, мир которая... постмодерна, он диктует свои правила. Я Там сейчас и просто ситуацию с всё, Натальей что Фишман угодно. покажу. Она Я была в более татарском с вами образе, согласна в данной и она ситуации. на видео задрала ногу. И получила такое количество хейта, что татарская женщина не может задирать ногу. На это я могу парировать. Любая женщина, даже в деревне, она на сеновал поднимается, она что-то копает, она задирает юбки, если она хочет работать. Как уж татарская женщина это не делает? И меня это возмутило, потому что очень много скрепов. Стереотипов? Да, прям нам говорят, такой нельзя быть, такой можно. С каких пор? Мы А живем в вы считаете, 21 что это веке. плохо, что есть какие-то стереотипы и скрепы, которые держат? Ну, У меня я просто считаю, что возникает вопрос, нет, да. на самом деле, не убей, пожалуйста. Это, конечно же, такие скрепы нужны. Ну, блин, Я ну думаю, что это уже такие... не скрепы, наверное, да? То есть, Тут уже я немного, не да, думаю, и- что это скрепа. Знаете, Какие-то мы часто очерченные забываем. границы. Это уже Это просто человечности, понимаете, наверное. Мы сейчас не говорим здесь... большинство. Ну вот то, о чем говорит Лейла, да, это стереотипы, которые придерживается большинство. Да, ты считаешь по-другому, но ты в этом случае пока еще не являешься большинством в плане трактовки задранных ног в отношении татарской женщины. Да? Пример Да. Алины Загитовой, Следующее например, поколение, возможно, говорит будет вам, это, что да. все восхищались ее победой в 2018 году. Да. Никто не восхищался, не критиковал за задранные ноги или какие-то там Нет, ну мы четверные вспоминаем, через тулупы. что да. проходили татарские актрисы первые и так Безусловно, далее. И так да, далее. Они тоже проходили через это, несмотря... Они рушили эти стереотипы, и в конечном итоге все были признаны. Что добавляем в портрет современного татарина? Мы много говорим... Уберите о красный, мне просто это как будто... А я не Очень, знаю, как его очень понять. важный, на мой взгляд, всё, поняла. портрет современного татарина, очень важный момент – это постоянное стремление к свободе. То есть это внутренняя экзистенциальная свобода, которая существует у каждого татарина. Я напомню, что в такие тяжелые для России там, годы, когда было закрепощение, татары, получив очень серьезный удар там, в XVI веке, в XVII веке, в XVIII веке, связанный там, с христианизацией, очень жесткая политика велась, они сумели сохранить свою свободу даже в тех тяжелейших условиях и не были закрепощены. И в этом смысле кочевой образ жизни, который был свойственен татарам еще более раннего периода, он всегда обусловливает то, что эта нация, она всегда будет внутренне свободной. И вот это, мне кажется, очень важный пункт, который характеризует татар как современных, так и татар прошлых. Это такая вот связующая нить, которая вот связывает нас. Но при этом, при любой непонятной ситуации татарин строит государство, так сказать. Да? И современного татарина это тоже Почему ты характеризует. нажал красный при этом? Не важно, то есть государство, я просто- семья, государство, еще что-то, Да, определенная территория. семья это государство. Для улят это тоже означает не всегда государство, стейт, да, это еще и Общественно-политическое да, это устройство. имущество даже. Сейчас да, наши как мужчины это подняли такие серьезные темы, а я немножко, они серьезно, можно сказать, именно материальное наследие. То есть, так как я занимаюсь костюмом, я хочу сказать, что татары всегда были большими модниками и готовы были принимать что-то новое. То есть даже говоря о 19 веке, когда они, покупая не только восточноевропейские ткани, когда городские женщины стали носить платья с турнюрами и полуоблегающего силуэта, и это мы можем все проследить в течение 20 века и сейчас. Насколько сейчас поднялся вот этот новый пласт молодежи, который готов, отвечая современным тенденциям, шить одежду, продавать ее, основываясь на каких-то традиционных мотивах. Это характеризует. Чувство вкуса и стиля. Так Вот назовем. прекрасно. Мне нравится это Я резюме. еще хотел тему Рената продолжить про свободу. Да. Разная степень ощущения свободы у разных групп татар, это тоже необходимо отметить. Условно, Урал, Сибирь, вот общаешься с этими татарами,
у них внутренней свободы, да, и такой независимости как будто бы больше, да, нежели здесь у нас в Татарстане. Я не случайно о государстве заговорил, да, здесь как-то более все организовано, более там, я не знаю, фундаментально. Да, фундаментально выстроено, систематизировано, но в то же время это влияет и на ощущение внутренней свободы. Вот ощущение внутренней свободы как раз у тех большей степени наследников кочевого, да, там, наследия. Ветер. Да. Астрахан татарларында, там, Урал татарларында, Сибирь татарларында вот этого ощущения внутренней свободы, на мой взгляд, больше. Мы здесь немного более закрепощены. Играет роль. А вот Знаешь, сейчас, в каком плане играет роль? Потому что мы здесь, в Татарстане, мы как бы у себя дома. Да. Татары за пределами Татарстана, Нет они смысла все-таки... доказывать, рваться. Да, совершать они все-таки подвиги, чувствуют себя не совсем, хотя вот астраханский татар, да, там коренной народ. Там, Татары Астрахани, да, говорили, что татары Сибири, татары Астрахани. Да. И в этом смысле мы просто в более тепличных условиях, и Ну, нет смысла мы доказывать как-то немножко рождение, расслабляемся, отправляться на так подвиги, скажем. да? Конечно, Да, и конечно. я в этом смысле как раз добавлю, что как раз мы когда проводили в Тюменской области интервью, и они говорили, ну, конечно, вы там уверенные в себе. В Татарстане совсем другие татары, они уверенные в себе, у них больше, спокойно. да, они свободны, они как раз говорили, что, Они говорят, что она у вас больше там свободы, возможности выразиться, а мы уж тут как бы вот на втором Вот, плане, кстати, и да, у вот нас насчет возможностей меньше. уверенности, да, вот есть такое мнение, что современный татарин — это успешный татарин, да. Мы тоже проговаривали, То есть вот, да? может ли вот действительно вот такой Кстати, человек, по поводу, который добился успехов вот, во многих уверенности. в разных областях, он стать каким-то таким Сразу нет. национальным лидером? Вот есть ли у нас такие национальные лидеры? Вот кто из Вообще из современного татарина, кто может стать амбассадором, скажем так? Вот на кого можно посмотреть, Ну, и, нет кто, и же. за кем пойдешь? Ну нет же амбассадора татарского, такого прям, что как? за ним шли. А то есть Нужны ли они еще Знаете, вопрос, да? во-первых, очень опасный термин «культ успеха». То, что нам прививается как бы вот практически с каждого утюга, это культ успеха. А если мы заглянем... Не, ну вообще, давайте о опять же, коучах, утюгах не будем говорить. Все-таки здесь у нас каждый... Сейчас, я не понимаю, но культ культ успеха или успеха — культ это очень лидера? опасный момент в том смысле, что татары ведь никогда не ориентировались на финансовое, скажем так, благосостояние. А у нас всегда это всегда взаимосвязано. То есть успех равно деньги. А если мы взглянем, например, на наших прекрасных представителей 19 века, там, Ромеевы, Асадулаевы, Муллины, да, большие купцы, золотопромышленники и так далее, их успех всегда был связан с тем, что они являлись благотворителями. В первую очередь именно это говорит о них как о... То есть успех во имя развития, образования, создания, созидания и так не, далее. не деньги ради денег, не успех ради успеха, чтобы показать в Инстаграме Мне кажется, это новую, говорите красивую... о беде 21 века, именно которая такой вот яркой. Не И не этнической говорить, да, это не особенности, да, этническая какая-то Ну, я составляющая. просто говорю о том, чтобы мы не провалились как бы в эту область, да, когда Коллеги, успешность... А, тут как бы становится- наставление идет, я поняла. Круто все обсуждаем, у нас 4 минуты до конца. Мы с вами дообсуждались. Итак, нужны ли нам амбассадоры, которые действительно такой яркий представитель современный, молодой, успешный, пусть не успешный, хорошо, Меня молодой, немного смущает успешный фраза татарин, амбассадора, который уж должен вести. на котором можно есть посмотреть, как бы- сказать, что вот, ну, не знаю, пример, на кого можно равняться, за которым пойдет молодежь, который поможет сохранить татарскость, определиться молодым. Нет, они, естественно, есть, они нужны, их должно быть множество. То есть ты видишь там кого-то в певце, да, какой-то успех, да, национальный, да, видишь в литераторе и так далее, спортсмене, да, в политике. И для тебя, чем больше вот различных проявлений этого лидерства или амбассадорства национального, тем лучше, тем больше ты вот выбора, откуда ты можешь собрать и гордиться тем, что это татарин. Да, меня смущает эта фраза один. То есть, например, в Лейле я вижу, я понимаю, что молодежь пойдет за ней, так как она активно говорит, она говорит правильно. В Айрате я вижу, что пойдет молодежь, которая как раз высшее образование. Но, то есть, Не, мне на самом нравится деле так и поддерживать есть. идею. Ощущение, что ты отвечаешь за нацию, оно есть в глубине души у меня. И я стараюсь, когда даже выхожу на улицу, я всегда говорю, что я сейчас, это моя нация, и я не буду ее позорить и делать вот это, чтобы народ мой всегда мной мог гордиться. Но когда говорю амбассадоры, я вижу, как Замат Мусагалеев, я не знаю, там, Скриптонит у казахов, у них очень яркие есть звезды. Вот мне бы хотелось таких татар тоже где-нибудь. Вы считаете, что их сейчас нет? Нет, пока я не вижу. Дин, согласна? Ренат? Роль
Я не согласна, что нам нужен какой-то вот такой вот прям совсем яркий, потому что каждая маленькая звездочка, она ведет за собой 1000. И эта 1000, видя в ней какой-то успех, считает, что она должна соответствовать. А один лидер, это слишком объединяет, мне кажется. Кого нужно? Вот 2-3 хотя бы перечислить? Да я каждого из нас могу сказать, что каждый может с собой повести, потому что каждый в своей области, он ярок и проявляет свою индивидуальность. То есть в этой ситуации просто надо, как Лейла говорит, да? Безусловно, быть своим конечно. внутренним убеждением, я представитель, что она, и они будут делать вот это. Вообще роль личности в истории, она всегда доминирующая. То есть какое бы вы событие вы не возьмете, везде есть личность, в связи с которой связывают те или иные исторические события. И в нашем случае тоже мы от этого никуда просто не можем уйти. Нам действительно нужны яркие, крутые блогеры, яркие, крутые политики. Пусть там оппозиционеры, и они тоже нам нужны. Нужны ученые, нужны врачи, которые будут действительно амбассадорами. И в этом смысле это будет таким, скажем, магнитом, который будет притягивать, возвышать нашу Ренат, закругляем, Гузель Ильяшевна, коротко буквально. Нужны, не нужны, очень коротко. Я считаю, что они у нас есть. И всегда, когда мы говорим по поводу вот исследований в научном кругу, я часто говорю, что у нас есть молодые татарские активисты, которые делают очень интересные вещи, проводят, насколько они могут все эти вот новые события и так далее. Они движок, и это здорово. Отлично. Это была программа «Точка опоры». К сожалению, да, у нас время заканчивается. Нам Мы надо было выходим с полтора часа понедельника по брать. пятницу. Да, в понедельник мы выходим не в непривычное время, в 16:00. До И встречи будем на канале обсуждать, как ТНВ. сохранить ТНВ татарское. Всего Татарстан. доброго, до свидания. Благодарим До всех свидания. экспертов. До свидания.